Привет! Привет! Вы смотрите дневники 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». В якутске в спорткомплексе Элей-Батур завершились финальные схватки по тхэквондо среди юношей и девушек. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 25 стран. Фаворитами изначально считались представители Казахстана, Кореи и Кыргызстана. В финале встретились лучшие из лучших спортсмены из Саудовской Аравии, Казахстана, Кыргызстана, Уральского федерального округа, Сибирского федерального округа, Кореи, Китая, Вьетнама и Якутии. Особенно захватывающей была финальная встреча юношей в весовой категории до 55 килограммов. Тэквондист из Саудовской Аравии Биндохи Хасан Бандара, вырвавший победу у вьетнамца Фан Дан Куанг, надеялся также легко справиться и с казахом Ерасалумом Бикбалатовым. Но ребята боролись за золото до последней секунды. Дважды бой приходилось приостанавливать из-за недовольства тренеров команды Саудовской Аравии решением судей. Однако результатов это не принесло. Казахский спортсмен оказался активнее и техничнее саудовца. Несмотря на это, Биндохи Хасан Бандара боролся до последнего. В третьем раунде он сравнял счет, но напряжение дало знать. Воспользовавшись моментом, казахский таэквондист провел точный удар ногой в прыжке и выиграл со счетом 4-3. Бронза досталась Фам Дан Куанг из Вьетнама и Ли Суенгунг из Кореи. В весовой категории до 73 килограммов победителем стал Парк Дёкьонг, Республика Корея. Серебро у Чингиза Сандибаева, Казахстан. Бронзу в этой весовой категории разделили между собой Алияр Юбуров, Кыргызстан, и Ли Хенгуанг, Китай. Среди девушек весовой категории до 49 килограммов победила Кан Бора, Республика Корея. Второе место у Евгении Ужаковой, Уральский федеральный округ. Она уступила чемпионке всего на 1 балл. На третьем месте Хо Ти Ким Ган, Вьетнам, и Кол Бу Сани, Камбоджа. В весовой категории до 63 килограммов золото взяла Диана Макиевская, Сибирский федеральный округ. Серебряным призером стала Джин Гайон, Республика Корея. Бронза досталась Аните Яковлевой и Аине Забровской из Якутии. Спортсменки из Кореи и Сибири боролись в финальной встрече особенно упорно. Обе тхэквондистки оказались очень сильными, но в третьем раунде Диане Макиевской удалось провести серию ударов и заработать 1 очко. В итоге со счетом 4-3 сибирячка стала чемпионкой игр «Дети Азии». – 14 июля в спортивном комплексе «Мадун» стартовали соревнования по масс-рестлингу. Всего в соревнованиях участвуют 53 спортсмена из Индии, Монголии, Казахстана, Кыргызстана и 4 команды России. Россия представлена командами Дальневосточного федерального округа, Сибирского федерального округа и 2 командами Республики Саха-Якутия. В первый день медали разыгрывались по весовым категориям 48 килограммов, 56 килограммов и 68 килограммов. В весовой категории 48 килограммов золотую медаль завоевал Егор Орлыхан из команды Республики Саха-Якутия-2. Серебро взял Шамаев Роман из Якутии-1. Бронзу – Говоров Айтал из команды Дальневосточного федерального округа. В весовой категории 68 килограммов золотую медаль завоевал Иванов Николай из команды Дальневосточного федерального округа. Серебро взял Фролкин Игорь из команды Якутия-1. Бронзу – Сергеев Петр из Якутия-2. Соревнования по борьбе «Кураж» в рамках 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» стартовали 14 июля. Честь Якутии отстаивали 10 спортсменов из столицы республики и Мирнинского района. Состязания прошли в 2 этапа по 5 весовым категориям. Первый этап начинался в Центре спортивной подготовки «Триумф», где якутяне боролись в 3 весовых категориях – 45, 65 и 75 килограммов. Первый день соревнований по борьбе «Кураж» в рамках 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» принес в копилку сборной республики золотую медаль. Ее завоевал якутянин Али Акбаев, который занимается этим видом спорта 1,5 года. Финал соревнований прошел в четверг в спорткомплексе «Триумф». Якутяне боролись в 3 весовых категориях – 45, 65 и 75 килограммов. Их основными соперниками стали представители из Монголии, Казахстана и Туркменистана. Али Агаев в весовой категории до 65 килограммов выиграл бой у спортсмена из Армении. В первые же секунды схватки якутянин заработал очко, а на последней минуте боя прервал силовой прием и взял второе. Оппонент пытался сравнять счет, но в итоге проиграл со счетом 2-1. Третье место в этой весовой категории разделили спортсмены из Казахстана и Монголии. Якутская команда подготовилась к соревнованиям по борьбе «Кураж» основательно. По итогам первого дня весовой категории до 45 килограммов Самат Иманканов принес сборной республики серебряную медаль. Его соперник из Монголии оказался сильным, и бой выиграл практически в сухую со счетом 4-1. Другой борец из Якутии Башир Арчаков завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 75 килограммов. Победителем стал представитель Монголии Шинтас Сирикболсон.
14 июля во Дворце спорта 50 лет Победы прошли две игры по волейболу. В первом матче встретились команды Сибирского федерального округа и Туркменистана. Игра завершилась победой туркменов с общим счетом 2-3. Во втором матче на волейбольной площадке столкнулись сборные Дальневосточного федерального округа и Республики Саха-Якутия. Игра проходила чуть больше часа и прошла, что называется, в одни ворота. Команда Дальневосточного федерального округа сумела одержать победу во всех трех периодах. Вчера сыграли юноши из сборных Уральского федерального округа против Дальневосточного федерального округа, а также состоялась встреча между Республикой Саха-Якутия и Сибирским федеральным округом. Подробно о результатах вы можете узнать в разделе «Дети Азии» на портале yasia.ru. Вы смотрели дневники 6-х международных игр «Дети Азии». Пока!